Делают репортажи, короткометражные фильмы и новостные ролики. В Айхальской школе работает своя телестудия. Медиацентр существует меньше года, однако работу молодых журналистов уже оценили. На поселковом конкурсе социальных проектов ребята заняли первое место. Как готовят новости и где посмотреть работы юных журналистов, узнавали наши коллеги. В этом небольшом помещении в здании местной школы все по-настоящему. Полноценная телестудия. Современное оборудование для видеосъемки, декорации, осветительные приборы. Готовили студию к работе сами ребята. У каждого здесь свои обязанности. Прийти в этот кабинет со своей идеей может каждый ученик школы. В 2016 году наша школа выиграла грант на 1 миллион, и все эти деньги вложили в создание нашей студии. Вообще в студии принимают участие 4, 5 классы, 9, в общем, все желающие, которые хотят принять участие. Основной состав – это ученики 10 класса. Ребята всегда в гуще событий, рассказывают о всех мероприятиях в школе и в поселке. В архиве юных видеоблогеров специальные репортажи, новостные ролики и короткометражные фильмы. В планах запустить свое шоу. Ближе к лету мы готовим специальный сюрприз для наших зрителей. И помимо этого мы будем все время летом выкладывать интересные ролики, например, с летнего лагеря, который будет располагаться в школе 23. Материалы школьной телестудии в свободном доступе на YouTube-канале и в социальных сетях. Пока подписчиков мало, но это вопрос времени, отмечают юные журналисты. Выпускают ребята и газету. Почитать ее можно и в печатном, и в электронном виде. Наши газеты направлены не только на школьную аудиторию, а также на наших родителей, то есть чтобы происходила некая взаимосвязь между школой и родителями. Работы в студии есть всегда. Журналисты трудятся над текстами, ищут интересные темы, творческие монтажеры собирают материалы. Работу студии 23 заметили. Проект отметили на поселковом уровне. Для ребят это стимул для работы, а ее всегда много. Каждый день богат на события, о которых юные журналисты должны рассказать. Альбина Шарафеддинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край».